так как, на мой взгляд, вообще в европейских СМИ наложено табу на чеченскую тему. Она сегодня нигде не освещается. But I think it's for another time, and today I would like to talk about more about Elnesa Chechnya, because I see that there is not a lot of talks around that in European civil society. Это последствия российской пропаганды и стигматизации чеченцев. Мы сегодня являемся жертвами вот этой пропаганды и политики. This is the consequences of Russian policy towards stigmatization Chechenian people. Я не отрицаю, что в чеченском обществе не все, как говорится, идеально. Но это последствия воздействия Российской Федерации, Российской империи на Чечню жесточайшим образом, потому что война, она создает деформацию сознания, и люди начинают жить мыслями, как во время какого-нибудь апокалипсиса. I'm not denying that some problems are existing in Chechen society, but this is consequences of Russian policy towards them. Да, поэтому сегодня я решил все-таки немножко обратить внимание на чеченский вопрос. Вот, кстати, насчет стигматизации, я никогда не являлся гражданином Российской Федерации. Я родился в Советском Союзе, а Чечня провозгласила независимость в соответствии со всеми актами международного права Советского Союза еще до того, как была провозглашена сама Российская Федерация. То есть Чечня как независимое государство состоялась до того, как была создана Российская Федерация. I've never been a citizen of Russia. I was a citizen of USSR, and Ichkeria, the Chechen Republic, was established before the Russian Federation. Но меня сегодня в Европе считают беженцем из России, хотя я никогда им не являлся. Я родился в Советском Союзе, жил в независимой Ичкерии, и оттуда во время войны перебрался вынужденно в Европу, но почему-то меня считают гражданином Российской Федерации, беженцем с Российской Федерации. И вот эта правая сторона, она накладывает очень много последствий на чеченцев. Some people claim me as a Russian refugee, but I'm actually not. I'm a refugee from independent Ichkerian state, and sometimes when they claim me as a Russian refugee, it can create a lot of problems for me and for all Chechen diaspora. Когда мы говорим, к примеру, о проблеме тех, кто бежит от насильственной мобилизации, войны против Украины, и просто обращаемся в какие-то правозащитные международные организации, были моменты, когда нам говорили, что мы не хотим помогать хорошим русским. When sometimes we are trying to get some help from some organization, they claim that they don't want to help to good Russians. И сейчас я приступлю к тексту своего доклада. Сегодня мы наблюдаем не просто войну России против Украины, мы видим системный вызов всей европейской безопасности. Это вызов не возник внезапно, его корни входят гораздо глубже. Today we are witnessing not just Russian war against Ukraine. We are facing a systematic challenge to the entire European security order. This challenge did not emerge suddenly, its roots go much deeper. Истоки путинской политики – это война в Чечне. А там, в конце 90-х, на районе Грозного и на крови тысячи людей Путин построил свой режим. Под прикрытием лозунга борьбы с терроризмом он провел не только оккупацию де-факто независимой Чеченской республики, но и специальную кампанию по укреплению авторитарной власти и имперской политики. К сожалению, Европа тогда повела себя в традициях Чемберлена, искала человеческое лицо в военном преступнике. The origins of Putin's policy go back to the war in Chechnya. There, in the late 1990s, amidst the ruins of Grozny and the blood of thousands, Putin built his regime. Under the banner of fighting terrorism, he not only occupied the de facto independent Chechen Republic of Ichkeria, but also launched a deliberate campaign to consolidate authoritarian power and imperial policy. Unfortunately, Europe at this time acted in the spirit of Chamberlain, seeking a human face in a war criminal. Война в Чечне стала лабораторией авторитаризма. И именно там были опробованы все методы, которые сегодня мы видим в Украине. Пропаганда, зачистки, массовые репрессии, ложь и культ силы. И именно в Чечне Россия начала, как говорил Путин, вставать с колен
но уставала она не к свободе, а к диктатуре и реставрации свойственной России милитаристской политики. The war in Chechnya became a laboratory of authoritarianism. So it was there that all the methods that we see today in Ukraine were first tested propaganda, perks, mass repression, lies, and the cult of force. It was in Chechnya that Russia began, as Putin said, to rise from the east. But it rose not toward freedom, but toward dictatorship and the restoration of the militarist policy so characteristic of Russia. I'm sorry, it's the introductory remarks are only 10 minutes, so could you kind of shorten up a little bit and kind of communicate the main points perhaps? С тех пор война стала инструментом власти. Грузия, Украина, Беларусь, гибридные атаки на Европу – все это звенья одной цепи. Вторжение российского дрона в воздушное пространство, ЕС, кибератаки, кампании дезинформации, заказные убийства, а также попытки подрыва общественных движений от желтых жилетов до уличных протестов, инспирировано российскими сетями влияния. Все это последствия безнаказанности путинских военных преступлений в Чечне. Но есть еще одна менее очевидная угроза, идеологическая. Даже те, кто сегодня называет себя оппозицией Путину, во многом продолжают говорить его словами. Since then, war has become a tool of power. Georgia, Ukraine, Belarus, hybrid attacks in Europe, all are linked to the same chain. The intrusion of Russian drones into EU airspace, cyber attack, disinformation campaigns, contract killing, and attempt to undermine civil movements from the Yellow West to street protests orchestrated by Russian networks of influence. All these are consequences of the impunity of the Putin war crimes in Chechnya. But there is another, less obvious threat, the ideological one. Even those who today call themselves the opposition to Putin often continue to speak in his language. Когда Владимир Карамурза, Илья Яшин или Юрий Навальный заявляют о необходимости снять санкции с России, они фактически предлагают облегчить жизнь режиму, который ведет войну в Украине. Когда Михаил Ходорковский говорит, что Крым нельзя безоговорочно вернуть Украине, он повторяет тот же самый нарратив. Когда российские оппозиционеры утверждают, что они не хотят распада России, они тем самым защищают ту же империю, против которой якобы борются. When Vladimir Karamurza, Ilya Yashin, or Yulia Navalny says that sanctions against Russia should be removed, they are in effect proposing to make things easier to the regime what is invasion war against Ukraine. But Mikhail Khodorkovsky says that Crimea cannot be unconditionally returned to Ukraine. He is repeating the same narrative, only in different writing. And when Russian opposition figures insist that they do not want the disintegration of Russia, they are in fact defending the same empire against which they claim to be fighting. Это не альтернатива Путину, это продолжение Путина другими средствами. It's not an alternative to Putin. It's a continuation of Putin by other means. Именно поэтому Европа должна пересмотреть не только отношение к Кремлю, но и сам подход к России как источнику хронической нестабильности. Россия не нуждается в перезагрузке, она нуждается в переосмыслении. Мы должны исходить не из надежд, а из фактов. В России война неизменный инструмент внутренней политики, а империализм – часть национальной идентичности. This is why Europe must reconsider not only its attitude towards the Kremlin, but its entire approach to Russia as a chronic source of instability. Russia does not need a reset, it needs a rethinking. We must proceed not from hopes, but from facts. In Russia, war is a constant instrument of domestic politics, and imperialism is a part of its national identity. Понимание этого корня необходимо, если мы хотим действительно решить проблему. Если мы действительно хотим подрубить путинский режим у корней, а не бороться с его последствиями, мы должны назвать вещи своими именами. Россия оккупировала Чеченскую республику Ичкерия. Признание этого факта станет актом исторической справедливости и первым шагом к разрыву путинской логики и смыслов. Потому что путь Путина к власти и милитаризму начинался не в Киеве, а в Грозном. Прецедент есть признание оккупации Чеченской республики Ичкерия Верховной Рады Украины 18 октября 2022 года. Understanding this root cause is essential if we truly wish to solve the problem. And if we truly want to strike at the foundations of Putin's regime, rather than simply fighting its consequences, we must call things by their proper names. Russia has occupied the Chechen Republic of Ichkeria. Recognition of this fact would be an act of historical justice and a step toward breaking the logic and meaning of Putinism. Putin's path to power and militarism did not begin in Kiev, but in Grozny.
There is precedent, the recognition of the occupation of the Chechen Republic of Ichkeria by the Верховная Rada of Ukraine on October 18, 2022. Признание Ичкерии – это не вопрос прошлого, это вопрос будущего в Европе. Пока Россия не осознает свои преступления против других народов и не будет нести за них ответственность, она будет их повторять. The recognition of Ichkeria is not a question of the past, it's a question of European future. As long as Russia does not acknowledge its crimes against other nations and take responsibility for them, it will continue to repeat them. Сегодня Европа должна быть тверда. Мы должны перестать бояться решать российскую проблему, не откладывать, не смягчать, а честно признать, что безопасность Европы невозможна, пока существует имперская Россия в ее нынешнем виде. Спасибо. Today, Europe must stand firm. We must stop being afraid to confront the Russian problem. Not to postpone, not to soften, but honestly acknowledge that the security of Europe is impossible as long as Imperial Russia exists in this current form. Thank you.